Вращающая сторона, у вас есть вопросы? Задавайте. Вот вы говорили, что Кабинет министров все время упоминали, что частично взял на себя обязательно, Да. что частично. А сколько процентов, скажите, пожалуйста? Я не могу сказать, потому что это возложено на Кабинет министров, но я понимаю, что ограничения, которые вы оспариваете, она не может полностью компенсировать. Ну, как, например, оценить 100 тысяч сомов потерю, не дай бог, ребенка, близкого человека, смерть близких человек. То есть, но когда установив ограничения, человек получает, может он удовлетворится решением уголовного суда, что возмещение, 70 тысяч, 100 тысяч, может ему этого достаточно. Возможно, ему и даже миллион сом или 10 миллионов не компенсирует потери близких человек. Поэтому я использовал термин частично. То есть государство, установив эти ограничения, он говорит, что в этих пределах мы можем человеку, нуждающемуся, кто потом обратится в этот фонд, мы можем компенсировать. То есть четкой морально. процедуры нет, да? Нет, эта процедура на настоящее время, она возложена на Кабинет министров, но в настоящее время я не могу сказать. Утвержденное положение нет. Но утвержденного нету, да? То есть вы не можете сейчас сказать? Не могу. Ладно, тогда второй вопрос. Исходя из первого вопроса, вот вы говорите частично. То есть даже если, допустим, ситуация, суд обязал оплатить 100 тысяч сом, может ли быть такое, что эти 100 тысяч сом не будут полностью оплачены? Все равно часть какая-то будет оплачена Кабинетом министров. Я предполагаю, что там будут исходить из того, что в ходе следствия было ли наложено, имел ли, например, обвиняемый, подозреваемый, осужденный, имел ли имущество, был ли наложен арест, возможно ли его получение этого ущерба за счет обращения иска, обращения на это имущество. Имелись от материального положения потерпевшего, если у него есть какое-то имущество, есть арест, счет, то это после взыскания, в принципе, можно получить через судебных исполнителей. А в данном случае, когда идет взыскание, тогда человек, который ничего не имеет, и человек сильно пострадал, мне кажется, этот фонд создан в этих целях. Да, нет, но у меня вопрос был, гипотетически, может ли быть такое, что суд обязал оплатить 100 тысяч сом, допустим, у человека нет ничего, сможет ли Кабинет министров, может ли быть такое, что он не оплатит не покроет эти 100 тысяч сом полностью в итоге? Гипотетически. Я сейчас вам не могу сказать, но если этот фонд создан, он, соответственно, преследует цели, чтобы человек получил какую-то компенсацию. Хорошо, спасибо. И у меня есть еще один вопрос. Вот вы говорите, что данная статья, как вам сказать, была написана потому, как вы считаете, что были жалобы, многие люди пострадали, потому что не было контролируемых сумм. Правильно? Нет, я такое не говорил. Как? Вы же говорили. Я говорю, это связано с созданием фонда. То есть введение ограничений в размере до 100 тысяч сомов, от 5 тысяч до 100 тысяч сом, связано с созданием фонда. Но человек не ограничивается в правах в гражданском порядке взыскать дополнительные денежные средства. А в связи с чем тогда, скажите мне, вот, когда вы говорили, в связи с чем были созданы от 50 до 1000 расчетных показателей, вы утверждали, что, возможно, это было создано, потому что многие люди пострадали. Я точно слышал в вашей речи такие слова. Нет, если люди пострадали от преступления... Но статистики нет, да, как таковой? Статистики на сегодняшний день, кодекс Хорошо, только год спасибо назад вам большое, введен. у меня нет вопросов. Есть еще вопросы у вас? Нет. Уважаемый представители Джохор Кенеш, у вас есть вопросы? Нет, нету. Микрофон говорите, а? Микрофон Нету. говорите. Миргуль Сулбекова, Нету вопросов. Скажите, пожалуйста, вопрос такой. Все-таки мы определились с тем, такой логикой, скажем так, законодателя, введения этой нормы, оспариваемой нормы, в связи с тем, что все-таки есть возможность, если не оплатит обвиняемый, то оплатит правительство, Кабинет министров, да? Значит, а если, опять же вопрос,
Если вопрос не такой, когда кабинет министров должен, не тогда, когда обвиняемый не может оплатить, а когда он может оплатить. Все равно суды же должны этой нормой руководствоваться и руководствуются, правильно? И насколько в этом аспекте соразмерность, разумность вот это вот такого, скажем так, такой вилки считается логичным Необходимой, со стороны законодателя. Ну, мы же нормы принимаем для всеобщего применения. Например, мы не можем в 71 статье сказать, что моральный ущерб при отсутствии у человека каких-то, скажем, материальных благ взыскивается до 100 тысяч, а при наличии, что этот человек имеет какие-то, скажем, финансовые средства, нам не ограничивается или там до 100 тысяч крат поднять. То есть нормы принимаются в общем порядке, а уже порядок применения, исполнения приговоров, это уже зависит от того, что как будут работать судебные исполнители, как Но будет... Судьи-то в любом случае руководствуются статьей 71 при определении морального, материального. Да, то есть если даже вреда, человек состоятельный, человек ущерба. взыскивает до 100 тысяч, но это не запрещает же потерпевшему обратиться и взыскать большую сумму в гражданском порядке. Вот. Это обусловлено тем, что есть возможность получения за счет спецфонда какой-то компенсации. Потому что, представьте, раньше взыскивались иски, ну, грубо говоря, 500 тысяч было, ну, в практике взыскивался моральный вред, но когда она неисполнима, в принципе, получается... Потому что человек получил, ну, грубо, пожизненно, там, или 15 лет, 20 лет по старому кодексу, и она невозможно взыскать, то получается юридическую силу документ, когда он неисполним. Есть еще вопросы? У меня к вам вопрос такого характера. Вот вы в своем выступлении сказали, что, ну, в общем-то, человек, если не согласен с той суммой, которая может быть взыскана в порядке уголовного, он может обратиться в гражданском порядке, да? Вот мы всегда говорим об эффективности судопроизводства. Какой смысл еще раз проводить судебное заседание, когда на заседании в уголовном процессе практически все обстоятельства, в результате которого человеку нанесен материальный и в том числе моральный ущерб, он проведен, да? Виновность человека установлена, скажем. И почему в таком случае законодатель тогда не отнес вообще это право, скажем, не оставив только частичную, как вы сказали, компенсацию за счет государства, остальное право оставить в рамках гражданского судопроизводства? Какой смысл вот это было, вот все это смешивать, да, первое. И второе, проводить опять же тот же судебный процесс уже в рамках гражданского судопроизводства. Когда здесь уже все установлено, все обстоятельства, в результате которых наступает в рамках уголовного дела гражданско-правовая ответственность по возмещению морального вреда. Когда все уже установлено, перекладывать это еще на плечи других судей, другого вида судопроизводства. Вот в чем этот... Вот давайте с точки зрения эффективности правового регулирования. Да, это относилось к новеллам тех кодексов, которые мы вводили с 1 января 2019 года. Это когда выделение гражданского иска из УПК в отдельное производство, это считалось новеллой, было направлено на ускорение судопроизводства, убрать волокиту. То есть под этим, когда разрабатывалась рабочая группа, созданная еще в 2014 году по разработке кодексов первой волны, в 2019 году, это считалось новеллой. То есть это было направлено на то, чтобы судопроизводство ускорить, убрать волокиту, чтобы люди не ходили годами, не ждали. То есть преступление рассмотрели, а в гражданский иск под этим соусом они выделили в отдельно. Но в результате-то получается, что вот такую частичную, скажем так, компенсацию можешь получить в рамках уголовного процесса, а за всем остальным иди там в рамках гражданского. И опять же проводить по тем же обстоятельствам фактически новое судебное заседание. То есть опять же устанавливать, в результате чего человеку нанесен этот материальный и моральный ущерб.
Ну, это подавалось, я же говорю, как новшество. Ну, когда уже приговор у нас есть на руках гражданского суда, подача иска на преюдиция. Как вы считаете, определенная проблема есть вообще вот в этой форме правового регулирования вообще? Вот в таком, именно с этой точки зрения? Нет, с точки зрения до 2019 года, я же говорю, моральный иск изыскивался по усмотрению суда с использованием норм гражданского права. Конечно, проблема есть. То есть нельзя строго сказать, что человек, потерявший там, переходивших дорогу детей, жену, пьяный человек сбил, что моральный ущерб только может стоить 100 тысяч сомов, это и кощунство, и неправильно. Я проблему вижу. Ну, и мы связываем эту проблему с созданием вот этого фонда. А в целом, конечно, что нельзя оценить моральный вред по каким тяжким преступлениям, по там, ошибки пилотов, там, в результате 100 человек гибнет, оценить, что каждая семья может претендовать на 100 тысяч сомов, конечно, проблема есть. Спасибо. Присаживайтесь. Да, пожалуйста. Это Эмиль Джулдашевич, вот очень правильный такой тонкий вопрос. Понимаете, речь идет в данном случае, да, вот в рамках оспариваемой нормы о морально-нравственных страданиях людей, которые получили в результате совершенного преступления. Они не имеют никаких границ, и каждый по-своему оценивает их, да. Человек, получается, он говорит, что моего мужа убили, допустим, да, убили. Но он для меня не только добытчик, но он заменял все в этой жизни, да, и оценить его труд, вклад, и вот так, да. То есть страдает человек, переживает. Насколько логично и вообще по-человечески это справедливо, вот этот вопрос, который касается тяжелых травм психологического плана, еще раз в гражданское судопроизводство переводить, понимаете? Он и так, человек получил такой удар после преступления, тут там вот тяжба в течение года, скажем, или полгода тянулась, потом гражданское судопроизводство, опять же, да, нравственный психологический момент поднимается, да? Вот, насколько это с точки зрения вот этих моментов справедливо, логично, это раз. Во-вторых, я понимаю, вот этот потерпевший, получается, несколько раз страдает. Когда его, значит, этот приговор выносили, несправедливую, значит, компенсацию определили, да, на его взгляд. Потом этот убийца, значит, отсиживает какое-то время, подает на помилование, скажем. А там учитывается наличие возмещенного ущерба. То есть, если ущерб нет, а он каких-то 50 тысяч сомов внес за убийство, моральная компенсация, еще считается, он возместил ущерб и имеет право подавать на помилование. То есть, он может быть освобожден досрочно, то есть, не отбыть до конца срока и быть освобожденным. Второй раз наносит ущерб моральный, психологический тому потерпевшему. Вот такие моменты, как вы считаете, насколько это справедливо? Нет, ну, вопросы справедливости. Просто я говорю, то, что вот эту пытку и то, что было в ЕДИ, там разделили, было подано как вот эта новелла нашего законодательства в целях ускорения, более совершенствования законодательства. А с точки зрения справедливости, ну, здесь я тяжело. У меня к вам еще один вопрос, надеюсь, последний. Алмазбек Тавалдиевич, хочу спросить, как у человека, да, с большим опытом, да, в том числе судейским опытом, вообще в рамках уголовного дела, как бы компенсация морального вреда, да, то есть удовлетворение раньше это гражданским иском, да? Да. Пусть сейчас название есть, название это не столь важно. Вообще проблемы какие-то возникали, скажем, именно с точки зрения, да, отправления правосудия, то есть именно судьи, которые занимаются, скажем, рассмотрением уголовных дел, возникают какие-то вот существенные проблемы по решению этого вопроса, скажем. Вот как вы сами сказали, до 17 года этого и не было. До 1 января 19. Да, то есть судьи, в общем-то, самостоятельно по критериям, установленным гражданским кодексом, они устанавливали и, в общем-то, взыскивали. Проблемы какие-то существенные. Насколько я знаю, проблем не было. Судьи в зависимости от тяжести, от обстоятельств взыскивали моральный вред. Ну, и если мы только касаемся морали. И каких-то там проблем из-за того, что был слишком большой моральный вред, да, или слишком маленький, какие-то отмены.
Мы в основном руководствовались постановлением Пленума, где там четко были даны критерии 2004 года. Этим руководствовались. И именно каких-то проблем определения размеров морального вреда, связанных, то есть размеров, не испытывали мы в этом. То есть в судах не было проблем, связанных с взысканием морального вреда, потому что, ну, когда ты дело изучаешь, смотришь полностью, исследуешь дело, то, соответственно, каких-то проблем не возникало при отправлении правосудия. И еще один вопрос, вот как говорил представитель Джохор Кенеша, да, там за граница, и вот как они определяют, да, на самом деле у них одним из основных критериев это является уровень благосостояния человека, который несет в данном случае ответственность за определенную выплату. Вообще вот такой критерий у нас. И, ну, в соответствии с постановлением Пленума или гражданским законодательством есть вообще вот такой критерий по определению морального? С этим не связано было. То есть материальное состояние, материальное благополучие человека, она не связывалась на размеры морального вреда. Все ясно. Спасибо, присаживайтесь.